Всем привет, друзья! Привет с нашей родной северной реки, с реки Печора. Приехали мы опять на проверку наших палок. Как мы видим, переправа открыта, знаки висят, но продолжают мужики заливать переправу, укрепляют лед, чтобы он стал еще толще. На той стороне вижу две машины, рыбаки, стоят палатки. Сегодня машин мало, видать. Вот там 4 палатки чуть повыше. В общем, народ рыбу ловит. И попробуем поймать сегодня ее и мы. Как мы видим, я опять один. Роман на больничном. Оторвали ему ноготь в больнице. И желательно сейчас ему не мерзнуть, чтобы это, не дай бог, не загноилось ничего. Ну ничего, как мы видим, потеплело. Вчера шел снег. Вчера не проверял, был дома, занимался монтажом еще до сих пор камчатских фильмов. Скоро, надеюсь, это все закончится. И сегодня по плану у нас дополнительные палки. Это у моего друга Влада. Влад уехал на вахту и на 2 недели оставил свои палки, чтобы я смотрел за ними. Приедет, они будут уже готовые. В общем, дополнительно у меня еще палки у Влада теперь. Взял с собой фонарик. По-любому мы это за световой день проверить не успеем, потому что в 3 разных местах находятся палки. Ну ничего страшного. Взял с собой термосок Чайковского. И поехали. Посмотрим, что сегодня нам даст матушка Печора. По идее, 15 декабря это пик глухозимия. В середине декабря уже как бы не первый год ловлю налим, а самый глухой сезон, самое глухое глухозимье. Трофейного налима практически нет совсем, очень и очень редко. В основном ловится мелочевка. Ну, мелочь так мелочь, что теперь? Мелочь тоже рыба, на жареху, молочные, на лиме, мясо без костей, тоже очень вкусно. Так что выходим и посмотрим, что дадут нам сегодня наши палки. Погнали. Ну вот, притопали на участок Влада. Как мы видим, ряд палок где-то практически от берега. И 20 палок почти до середины Печоры выставлены в один ряд. И там вот немного дальше, за зашугованностью, немного еще второй ряд идет. И приступаем к проверке. Посмотрим, что скажет, что нам покажет участок Влада. Несмотря на то, что -8, ветер со снегом такой, и сейчас вот спиной стоять нормально, а шел по ветру, выдувает прямо насквозь. Так что пусть лучше уже -15-20, но без ветра, чем -8 с ветром. Ладно, приступаем. Будем шевелиться, не замерзнем. Одеваем камеру на голову и начинаем проверку. Первая палка. Влад сказал, здесь у него живцы. Сейчас мы это посмотрим. Вижу бутыль. И вижу запутанную леску. Что-то там походу есть. Ну да. Что-то небольшое. Вот такой вот маленький шпингалет. Ну, от переменными слагаемых сумма не меняется. Один тройник пустой, второй со шпингалетом. Все так же, как и у меня. Отсыпаем сразу столько мальков, сколько нам надо. Примерно столько. Потом, если что, остатки высыпем сюда. И будем дальше проверять и наживлять. Так, вторая палочка. Вернее, первая, которая ближе к берегу. Смотрим, что у нас там на мели. На мели у нас пусто. Живец один живой. Второго стыбзили. Как мы видим, у Влада не одинарные крючки, а тройнички. Вот по этой причине я того налимчика с той палки не снял. Смысла снимать его вообще нету, потому что будешь снимать, он подохнет. А так
Пусть живет, пока болтается, в надежде на трофейного. Здесь заменили живца. И отправляем ловить рыбка, мала и велика. Влад сказал, что на последней проверке у него тоже здесь ничего не было. Было пусто. А так до этого попадали. Даже трофейный был 1 на 5 с чем-то. Двушки, трешки были. В общем, налим здесь было. Поехали дальше. Пусто походу. Тут вообще 1 крючок с ёршиком. Замотал вокруг палки и никого. Ладно. В общем, друзья, где пустые палки, я не буду при монтаже все показывать. Не вижу смысла показывать пустые палки. Будем вообще показывать только те палки, где что-нибудь да попало. Будем экономить время наше и ваше. Продолжаем проверку. Смотрим дальше. Тоже походу пусто. Да. И малек живой. Я заметил у Влада по 1 крючку, тройничку. В общем, живцы есть. Я, наверное, приготовлю дома крючки с леской и добавлю. Ну, проверять работа столько же, а все-таки 2 крючка шансов больше, чем 1. Продолжаем проверку. Так, здесь у нас тоже пусто. Тоже 1 живец. Ладно. Мы это положение скоро исправим. Но походу глухозимье никто не отменял. На этом месте мы года 3 назад тоже ставили. Да, примерно вот на этом месте и стояли наши палки. И что-то тоже по первому льду немного поклевало, а потом зимой все хуже. Куда-то уходит это время налима, куда никому не известно. Может, кому-то и известно, но я не знаю. Продолжаем проверку. Так, здесь у нас тоже натяжечка. Скорее всего, это тоже продольник с бутылкой, потому что никто не дергает. Нет, кто-то небольшой даже и дергает. Или мне что показалось? Нет, вот такой вот налимчик, чуть больше мелкого. И все. Дальше будет бутылка, скорее всего, ёрш. И бутылка, да. Бутылка для натяжки. Все живцы целые, все живцы живые. И вот только такой вот маленький шпингалет, который заглотил крючок до жопы. И отпускать его смысла нет. Вот такой вот шпингалетик. А нет, здесь одинарный крючок. Сейчас мы попробуем его отпустить даже. Если получится. Не знаю, выживет, не выживет. Но попробуем его отпустить. Для живца он крупноват, а жрать в нем нечего. Иди гуляй. Который без особых повреждений. Вот здесь какой-то крючок небольшой. Не цепануло немножко, конечно. Немножко пищевода или жабры тут. Ну, выживет. Нет, так свои же сидят. Ладно. Пока пусто, друзья. Вон. Что у нас осталось? 3, 4, 5, 6 палок. Смотрим дальше. Так, что-то закручено.
Может быть, даже что-то и было. Есть небольшая натяжечка, но не факт. Никто не дергает. Да, вот такой вот очередной шпингалет. Ах. Вот переменными слагаемых сумма не меняется. Что с тобой делать? Тебя уже смысла отпускать нет. Ты вообще заглотил до желудка. Так что пойдешь на жареху. Смотрим дальше. Что у нас тут? Мелкий налимчик. Снимать его по-любому не будем. И пустой тройничок. Не будем снимать, потому что пока я сейчас снимал того налима, вытащил полностью с кишками. Вон. Не вижу смысла их снимать. Раз попались, пусть болтаются. Может быть, хапанет крупный налим. Ну что, осталось 3 палки. Не знаю. Мне кажется, уже навряд ли что-нибудь изменится. Хотя вон натяжка какая-то есть. Какой-то шпингалет опять, скорее всего. Ну, чуть больше шпингалета. Попал на капроновую веревочку. Ладно, этого забираем. Где-то на полкилошку, наверное. Грамм на 400 налим. Попал. До желудка тем более забираем. По-любому это не живец и не жилец. Вот на такой большой крючок попался. Вот такой вот. Пойдешь на сковородочку. Предпоследняя палка. Смотрим. Так, ну что. Есть натяжечка. Что-то дергает. Опа. Ну, что там? Вот такой вот налимяка. Где-то на килограммчик, наверное. Ну вот. А надежды уже практически не было никакой. Все пусто да пусто. Ну вот, наконец-то. Вот, наконец-то. Первый нормальный жаренок. Так что не зря все-таки глухозимим. А вот такого дундучка мы все-таки взяли. Ну, как крепко он сжимает пасть-то, блин. Попал на здоровый крючок. Скорее всего, на ерша, наверное. Я так думаю. Вот большой крючок. Почему-то странно, что там на капроновой веревке был налим, что здесь на капроновой веревке тоже налим. Не знаю, это случайность или совпадение, но что получается, на капроновую веревку берет лучше, чем на леску, да бред. Нет же, наверное. Вот такой вот налимяка. И жареха у нас уже есть. Предпоследняя палка, и у нас еще одна палка даже есть. Наживляем, отпускаем, смотрим последнюю. Ну вот и последняя палка на участке Улада. Смотрим. 2 предпоследние нас порадовали налимчиками. Что у нас здесь? А у нас здесь тоже небольшая натяжечка есть. Что-то небольшое. Насаженный. Суженый мой ряженый, на крючок насаженный. Ну ладно, болтайся дальше. На том я тоже насадил одного мелкого. Здесь насадил крупного. Вот 3 последние палки. Как бы в надежде на трофейного. И еще там вроде бы один где-то налимчик.
А так, друзья, закончили мы нашу проверочку. Вот такой вот улов. Один налим где-то около килограмма, один на полкило. И там один поменьше, грамм на 200-250, наверное. Вот такой вот улов. Один живец небольшой. Ну вот и все. Не пусто, и то хорошо. А теперь на всех парах дуем на наши участки. Посмотрим, что там нам даст наша река Печора. Погнали. Так, ну вот, пока еще светло, время 2 час. И мы притопали на наш верхний участок. Здесь у нас 7 палок. И не теряя ни минуты, приступаем к проверке. Поехали. Поехали, 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 поехали. Так, здесь у нас живцы. И, конечно же, крючочки. Натяжки не вижу. Налимов нет. Тут один мелкий был, да, и все. Пусто. Высыпаем живцов на проверку, чтобы хватило. Это, я так думаю, хватит. Остальных обратно. И последняя палка на верхнем участке. Или здесь, или нигде. Ну, здесь большой натяжки тоже не ощущаю. Что-то мелкое. Шпингалет пойдет для живца. И пусто. Ну вот, друзья, прибыли мы на нижний участок. Вот он, наш нижний участок. Здесь у нас 21 палка. Время 1:30 и начало уже темнеть. Как бы 2-3 палки еще, может быть, успеем проверить без фонарика. Потом придется одевать фонарик. Какие изменения? Ну, в принципе, никаких. Ветром положило несколько палок. Но это не критично, нормально. Хреново то, что возле берега ключи начали размывать лед. Появились промоины. Как бы есть риск не то чтобы утонуть, но искупаться можно. Я сейчас как бы еще прошел по темноте, не знаю. В общем, переправа открыта. Следующая проверка, скорее всего, будет уже с противоположного берега. Потому что здесь, если лед нормальный, то возле берега тут в скором времени все откроется и всю зиму будет открыто. Ключи размывают и не дают замерзать. Так, ну что, приступаем к проверке. Посмотрим, что нам даст нижний участок. Глухозимье глухозимьем. Но на жареху мы уже поймали. И посмотрим. Вполне возможно, что-нибудь да попадет. Так, здесь у нас малечки и дохлый налимчик. Суженый, мы ряженый, на крючок насаженный. И пусто. Пусто. Живцы живые. Этот пойдет коту. Гостиниц коту. Ну все. Набираем малечков и начинаем проверочку. Все как обычно. Берем столько, чтобы хватило. Это, думаю, нам хватит примерно. И все. Поехали. Смотрим дальше. Пока немножко видно. Попробуем без фонарика. Что-то небольшая натяжка есть. Так, дохлый малек коту. Второй малек. И вот такой вот налимчик. Пойдет на жареху. Тем более он заглотил. Так что на жареху мы сегодня уже наловили.
Ну, да отдай ты, ёшкин кот. Вот такой вот налимяка. Ну пока все. Встречаемся вот на этой третьей палке. Так, все-таки решил одеть фонарик. Так, надеюсь, видно получше. Потому что сейчас вот наживлял малька, уже не видно. Да и так, все-таки, я так думаю, о, тем более есть небольшая натяжечка. Леска натянутая. Ну, небольшая, совсем небольшая. Это насаженный налимчик один. И еще там что-то есть. О, чуть больше насаженного. Кидаем обратно. Вот такой вот, где-то грамма на 300 налимяка. Заглотил, пойдешь на сковородку. Тихо, 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 будь. Вот так вот. Вот. 3 палки проверили, 2 налимчика. Ну, 3 можно сказать. Один белому на угощение. Сдохший малек. Шпингалетик. Глухозимием, а мелочевка поклевывает. И опять НЛО. Я не знаю, видно вам, не видно, но как-то лет 5 назад, может быть больше, я уже гасился примерно с этого же места. Было до ужаса страшно. Я просто бегом-бегом побежал к машине. И сейчас вот опять вижу прямо над Печорой, вот она, типа звезды, и летает по неопределенной траектории. Немного право, немного лево. Такое ощущение, что она стоит на одном месте. Что это такое? Дрон, не дрон? Какой-то объект летательный? НЛО? Фиг его знает. Но сегодня будь что будет, убегать я уже точно не буду. Не знаю, видите ли вы или не видите. Но вот она. Я не знаю, по прямой, сколько тут до... Ну, метров 150, наверное. От земли. Не больше. Вот она. Я отчетливо вижу вот эту звезду. Если все звездочки маленькие, они там во Вселенной небольшие, то эта звезда рядом, и просто я ее вижу. Вот она. Летает. Примерно на такой высоте летят гуси, лебеди перелетные, когда. А это звезда или что такое, не знаю, какой-то летательный объект просто висит и просто шатается на одном месте. Такое ощущение, что он просто наблюдает. Выключил фонарик. Там вот машины ездят. Не знаю, что это такое, но это не звезда 100%, потому что очень низко. И по неопределенной траектории подобное я уже вижу, наверное, раз 5. Первый раз видел лет 15. Потом вот Иван Григорьевич говорил. Потом здесь я отсюда гасился. Раз 5 я уже видел. Вот я опять вижу. Жалко, нету камеры с зумом. Сейчас бы приблизил, посмотрел, что это такое. По-любому это что-то есть. Что-то летающий объект. А что такое, хрен его знает. Ладно, бог с ним, пусть летает. Нас не трогает, и ладно. Будем смотреть наши палки. Налимом точно до звезды, что там летает. Так, что у нас? Что-то маленькая натяжка есть, небольшая. Скорее всего, это маленький налимчик. Нет, 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 друзья. Это язёк. Вот такой вот красавец язь. Сказали, что язя на Печоре нет. Вот он и язь. Вот такой вот язёчек. Второй в этом сезоне.
Я еще удивлялся, думаю, куда ясь-то делся, почему его нет. Вот язёк клюнул к налимчикам. Пойдешь. Блюда из язя можно готовить разные, начиная жареные ребрышки, кончая котлетами из мякоти. Соленый он также хорош. Так что язь — это нормальная рыба, а не сорная, как некоторые считают. Поехали дальше. Опа-на. Дубина, конечно, не для этих глубин. Нарубил бревна целые. Глубина маленькая. С запасом. Ну, пусто вон. 3 малька, все живые. В общем, не вижу смысла проверять каждый день. Будем проверять через день. Глухо зиме. 2 бурана полетели. Но буран не знаю, 2 снегохода. А тем временем у нас последняя крайняя палочка. Он с тюрьмой. И будем смотреть, попал, не попал налим. Все зависит от последней палки. Снегоходы катаются, кто-то рыбу ловит, кто-то охотник. А мы пытаемся поймать налима. И трофейного. И это у нас пока не получается. Вот такой вот подохший налим. Запутал. Закрутил все. И еще один маленький насаженный. В общем, ничего не изменилось. Вот такой вот налимчик попал небольшой. Напоследок. Заглотил до задницы и сдох. Так, ну что. Язь 1, налимчиков несколько. Общее подведение итогов там, возле машины. Ну вот, мы, друзья, возле машины. И подводим итоги за сегодняшний день, за сегодняшнюю рыбалку. Не густо, но и не пусто. Это вот, друзья, такой вот более-менее достойный налим. Около килограмма, наверное. Язёк хороший. И такая куча мала. Вот таких вот шпингалетов. По 200-300 грамм налимчики. 7 или 8 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Так что тут не одна жареха, а жарехи 2-3, наверное, как минимум. И язёк порадовал еще. Так что вот такой, друзья, улов. Я считаю, не густо, но и не пусто. Завтра не знаю, поеду ли я на проверку, но послезавтра поеду точно. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.